Почему так важно сохранение осетинского языка для развития театра? Почему не снимают кино в Осетии? Есть ли перспективы развития у нашего кино и театра? Эти и многие другие вопросы мы обсудили с героями нашего репортажа, действующими актерами Заурбеком Токати и Тамерланом Гуцаевым. Заурбек Аланович Токати. Я актер Остинского драматического театра и Бигорского драматического театра. 6 лет работаю в театре, выпускник Щукинского театрального института, актер по профессии. Ну, предпосылок, честно сказать, наверное, особых не было никаких в юношестве, в школе, но то, что я вспомнил из школьного периода, мне нравилось. Я не знаю, откуда я это знал, но мне нравилось заниматься мимом. Я когда выходил к доске, меня вызывали к доске, и учительниц, которых я особо не любил. И когда я знал, что я не готов отвечать на предмет, в тот момент, когда педагог отворачивался от меня, я начинал делать такие штуки, вот такие штучки, вот такие. На тот момент я не знал, откуда я это знал, но я понимал, что моим одноклассникам это нравится, их это веселит. И я начинал это делать, и когда педагог это замечал, она меня выгоняла с двойкой обратно. Потом это продолжалось на перемене. Ребят из других классов, ну, видимо, ребята рассказывали, что я что-то такое могу сделать. И потом я начинал это делать на перемене. Ну вот, не совсем часто это было, но в какой-то период, я вот это помню, это был, по-моему, класс 7-8. Я узнал о существовании детской театральной студии, которую организовала Зарина Ватаева. Я пришел туда и первое время наблюдал, чем они там занимаются. И мне сказали, что туда нужно приносить этюды. Я к этому не подготовился, но когда я ехал на занятия, я заметил, что один водитель маршрутки, он очень интересно обращался к пассажирам, он все время просил не хлопать дверью. И он это как-то интересно делал, и мне это показалось тоже интересным, и я решил, что я буду повторять за ним, когда приду на занятия, я это покажу своему педагогу. Я это показал педагогу, ей это очень сильно понравилось, она очень долго смеялась. И в этот момент я почувствовал интерес к этой профессии. И чем чаще я туда приходил, тем чаще у меня интерес, тем сильнее интерес у меня рос, потому что меня там хвалили, а хвалили меня не очень часто. И там же я понял, что я поступлю на факультет искусств. Меня зовут Тамерлан Гуцаев, мне 20 лет, и в этом году я окончил театральное отделение факультета искусств СОГУ. Также на данный момент я преподаю у себя на факультете искусств, работаю в Остинском и в Бигорском театре. Я не знал, куда мне поступить, я долго думал, почему-то вот в голове у меня где-то в классе 9 было вот такое вот, да, театральное отделение. Может, у нас, я даже не знал, что в СОГУ есть такое театральное отделение. И как-то я зашел, полистал, вроде, ну, есть, и решил попробовать поступить. В детстве особо об этом не думал. То есть, хотя я часто свои какие-то способности мог проявить на уроках, сказать, что мне плохо, ай, сердце, грудь. Да, и уходил с занятий. Может, это тоже как-то поспособствовало тому, что я поступил на этот факультет. В детстве проявлялись, можно сказать, мои вот эти актерские способности. Я занимался футболом долгое время, и получалось так, что я очень часто симулировал, что приводило, конечно же, к победе нашей команды. Вот. И, наверное, оттуда уже пошло вот это, то, что я захотел именно попробовать себя в актерской профессии и решил поступить на театральное отделение.
То есть, когда ты поступаешь на факультет искусств, есть 4 тура, которые ты должен пройти. Но если ты не пройдешь, то тебя, соответственно, не возьмут на этот факультет. Вот. Это было очень интересно. На первом туре ты рассказываешь стихи, басни, прозы, вот это все. Потом второй, третий, четвертый тур дают какие-то задания. Дали мне, значит, задание такое. Говорит, представь, что твоя обувь – это телефон. Говорит, ты звонишь главе Дегорского района и жалуешься на то, какие у нас дороги плохие. То есть я еще вот так на стуле представлял, что это велосипед. Ты вот эту обувь держал вот так к уху, то есть все серьезно. Это было для меня, как для человека, который приехал с села, это было что-то необычное. Прям я понял, что это моя. Да. Потому что у меня еще один стимул был. Мне мама сказала, если ты не поступишь, я тебя домой больше не запущу. Пришлось поступить. Родители были очень рады, что я сам определился с тем, что я буду делать дальше. С образованием после школы, послешкольным образованием. Друзья сначала немного не поняли, потому что я занимался, вообще, когда я посещал детскую театральную студию, меня друзья немного не поняли, потому что они были такие все ребята в спорте. Один раз даже прозвучал такой вопрос: ты что, девушка, что ли? Зачем ты ходишь в такое место? Ну, я отбился, но такое было. Образование здесь мне показалось недостаточно качественным. Здесь у нас очень хорошие педагоги по мастерству актера, по спецпредметам, но мало часов. Актер по важным предметам, скажем, по мастерству актера, по сценическому движению, по сценической речи, здесь были неплохие педагоги, даже очень хорошие, и сейчас они выпускают очень хороших актеров. Но мне образование не понравилось тем, что этого было слишком мало. Первые роли, которые у меня действительно получились, это были роли, которые я играл на 2-м курсе в институте. Потом выпускные мои спектакли, это роль Меркуцио в спектакле «Ромео и Джульетта» Шекспиру. Потом Тиль Уллиншпигель в одноименной пьесе «Тиль» Григория Горина. Играл разные роли. Нодар Думбадзе «Солнечная ночь», одна из моих любимых студенческих работ. Это были мои первые роли с очень интересными педагогами по актерскому мастерству. Это, наверное, самые незабываемые студенческие работы. Моя первая роль, которую я сыграл, наверное, это было на 2-м курсе. По актерскому мастерству есть такой раздел «Этюды к образам». То есть педагог выбирает материал, какую-то пьесу, и по мотивам создаются образы и играются. То есть не по пьесе, то есть сами в этих образах создаются какие-то определенные предлагаемые обстоятельства, где ты существуешь. Вот. И, наверное, это, сейчас вспомню, это был Гоголь, Невский проспект. Я играл немецкого старика. Вот. Это вот первая такая моя роль. Плюс потом уже начали ставить спектакли. Появился, можно сказать, такой театр СОГУ. Насколько я знаю, это хотели сделать давно уже, этот театр СОГУ. Никто почему-то не решался. И вот решили попробовать сделать спектакль. Это был спектакль Алана Албегова по пьесе Виктора Розова «В добрый час». Вот, это был такой мой первый большой выход на сцену, где я и как-то начал себя реализовывать в этой профессии. Конечно, боялся. Но боялся, да, выходить первый раз, потому что это 1000-й зал. Ты выходишь, и у тебя нет права на ошибку. Все.
ты уже на сцене, тебе уже некуда деться. И, конечно, была вот эта боязнь, но, как нам говорили наши педагоги, наши мастера, это все надо, эту боязнь надо в адреналин перевести, и тогда все будет хорошо. Ну, у меня, я думаю, это получилось сделать, и спектакль был хороший, зрителям понравилось, и все прошло успешно. На данный момент я, как я уже говорил, преподаю на факультете искусств сценическое движение. Вот. В Остинском театре вот недавно была премьера по пьесе Рэя Куни «Плохие парни», где мне удалось сыграть роль среднего младшего брата. Вот. Я не думал, что меня возьмут преподавать на факультете искусств, но так получилось, что меня взяли. И я очень рад, что я преподаю, то есть обучаю студентов чему-то, чему я когда-то сам учился. Вот. Я не думал, что это будет так сложно. Преподавательская деятельность, она очень сложная. Для меня она, не знаю, это тоже что-то новое, но новый шаг какой-то в моей карьере. И я думал, что все будет у меня легко. То есть я приду, вот там, вот чему меня учили. На самом деле все сложнее. И ты начинаешь это осознавать и уже реально пытаться что-то делать, чтобы помочь как-то студентам дать то, что когда-то ты получил от своего мастера. Ты пытаешься это дать потом уже этим студентам. Когда я получил первую роль здесь, в Игровом театре, со мной произошел такой казус. В пьесе по действию мы должны были украсть женщину, которая спит. И мы должны были сделать это тихо. Я должен был выкатить кровать, в которой она находится. И мы должны были договориться с человеком, что мы его сейчас крадем и быстренько оттуда вместе с кроватью убежать. И когда мы оттуда убежали, голова условной женщины, которая находилась в кровати, она отвалилась, потому что она была не прикреплена. И это было на сдаче этого спектакля. Я как-то это интересно обыграл и вызвал взрыв смеха в зале. И это было смешно. Вторая же моя роль, которую я получил в Остинском театре, опять произошел казус. Я играл революционера. События происходили в условные 917-е годы, во время революции. И я ходил с таким наганом. Это пистолет, который стреляет. Я ходил с охолощенным наганом. Настоящий пистолет, который стреляет холостыми пулями и создает шум. И каждый человек, который у меня его видел в руках, он говорил: «О, это пистолет, а можно я посмотрю?» Я каждому его давал, и один человек у меня вытащил шомпол из этого пистолета и обратно не воткнул его. И он остался свободным, так, болтающимся. А мне срочно нужно было выходить на сцену, и я у него его с рук отобрал, не обратил внимания, что шомпола нету на месте, засунул вот так в ремень, и шомпол воткнулся в барабан. Я не мог выстрелить, я об этом не знал. И в конце я должен был убить одного человека. Я ему сделал все предъявы. В конце я достал пистолет и хочу выстрелить, а пистолет не стреляет. А убить я его должен был как-нибудь. И создалась такая пауза. Я очень долго думал, как это сделать. Потом мне в мысль пришла выбросить пистолет, достать импровизированный нож и зарезать его ножом. Я подбежал к нему и так его, как будто так ударил его ножом. Он еще так очень интересно отыграл. И мы вместе с ним упали. И вот такой интересный казус произошел.
Постановка «Ромео и Джульетта» планировалась давно на факультете искусств. Это было неожиданно для меня, когда было распределение ролей. Ну, конечно, все говорили, типа, о, ты будешь играть Ромео. Я, не, какой я Ромео. И вот распределение ролей, там объявляют, когда он говорит, Ромео, все такие. Я тоже порадовался, конечно, роль такая большая. Для меня на сегодняшний день одна из таких значимых ролей. Потому что проделанная работа, она очень серьезная и очень большая. Просто неимоверный труд приложили все участники, как и режиссер Евгений Валиев, и все участники этого спектакля. Вот. Почему он вызвал такой резонанс? Наверное, потому что это более такой в современном стиле был поставлен этот спектакль. И он был поставлен именно на аудиторию, на такую аудиторию, как школьники, там подростки, школьники. Было очень много ребят с разных школ. Даже то, что этот спектакль игрался, допустим, я был, вот Ромео, мой персонаж, играл там в джинсовке, там в штанах каких-то, вот джинсах, тех же, в кожаных куртках многие персонажи играли. И, наверное, вот этот вариант, этот стиль современный, наверное, привлек внимание этих людей, школьников, подростков, всех, вот. И поэтому, мне кажется, он вызвал такой огромный резонанс. Но текст, сам текст пьесы не менялся вообще. То есть какой он был в стихотворном варианте, такой он и остался. И то есть там не было ничего изменено. И принимали это люди, которые приходили и смотрели. И, мне кажется, был удачный спектакль. Меня заразил мой друг Аслан Хударов, он очень активно этим занимается. В один момент мы очень много времени проводили вместе, он очень долго об этом рассказывал. Потом мне на ум пришло записать одну, он накачивал меня, рассказывал очень долго об этом. И я в моменте понял, что у меня тоже есть в голове материал, но чуть-чуть другой, отличающийся от ролика Аслана. И тогда прямо в гримерке театра я решил записать первый ролик и начал этим заниматься для души, для веселья. Мне весело этим заниматься. Я люблю повторять за людьми. Они отличаются, эти ролики, тем, что они 80% в них не придумка, не моя фантазия, а наблюдение за людьми. Чем больше я общаюсь с человеком, если этот человек очень яркий, очень сильно мне нравится, то я начинаю повторять за ним. Запоминаю слова, которые он говорит, речевую характерность запоминаю, голос, интонации, потом начинаю это воспроизводить. И так рождаются ролики. Конечная цель этих роликов, чтобы люди, во-первых, улыбнулись, во-вторых, чтобы как-то изменились после этого, после просмотра. То есть позитивным методом я хочу поменять людей к лучшему. Если я не знаю, насколько это у меня получается, но может и получаться, может и нет. Но я буду стараться, может быть, получится. Проблемы, с которыми, наверное, сталкиваются все студенты, которые заканчивают актерское отделение, это проблема трудоустройства. То есть студент заканчивает учебу, он получает диплом артист театра и кино и идет в театр устраиваться, ему говорят, штат переполнен. А что тогда делать актеру, который закончил учебу, и как ему дальше развиваться? Потом говорят, вот, закончил, уехал в Москву, а что ему здесь делать, если он не может трудоустроиться и не может помогать, не то что помогать развивать этот театр, да. Это вопрос, который, наверное, каждого интересует и тревожит. Та же проблема
кино. Да, у нас есть очень хороший Остинский театр, есть Дегорский театр, есть конный театр, есть кукольный театр. У нас они есть. Но когда студент, который закончил актерское отделение, хочет прийти в театр, ему говорят, штат переполнен. Но тогда получается ему идти в кино, а у нас в Осетии кино нет. Почему нет? Было когда-то очень хорошее кино. Очень хорошее кино. Я думаю, сейчас люди хотят этого, чтобы у нас возродилось наше осетинское кино. Чтобы, допустим, он не мог устроиться в театре, он пошел в кино, его взяли, он снимается очень хорошо, очень все круто. И сейчас, когда многие, я знаю многих, которые заканчивают учебу здесь и уезжают куда-то дальше, допустим, в Москву. Ну, а если задаться вопросом, а что тогда реально делать, ну, если он не может устроиться в театр? Это вопросы, на которые мы должны искать ответы и что-то делать ради того, чтобы появилось и осетинское кино, появились и места в театрах, чтобы артисты могли как-то трудоустраиваться. Другое дело, если ты профнепригоден, это уже другой вопрос. Тогда тебя, конечно же, не возьмут в театр. Но если человек талантлив, если человек хочет работать, почему он не может устроиться? Основная проблема Осетинского театра – это языковой барьер, во-первых. Формат нашего общения на русском языке, видимо, тоже не просто так. Причина, по разным причинам, видимо, сейчас мы ведем формат нашего общения на русском языке, потому что сейчас 80% нашего общества, оно не осетиноязычное. Это очень удивительно. И самая главная проблема, еще раз повторю, языковой барьер, который с каждым годом растет. И сейчас основной зритель Осетинского театра – это зритель, который свободно может понять осетинскую речь. Это человек, которому за 45 лет. А остальные, которые помладше, они в большинстве своем, не все, конечно, но в большинстве они с трудом понимают родной язык. Это самая главная и самая большая проблема. Если все будет так, как сейчас, лет через 20, через 30, Осетинский театр перестанет существовать, потому что без зрителя театр существовать не может. Вторая, как мне кажется, проблема сейчас театра – это техническая оснащенность театра. Станиславский говорил, театр начинается с вешалки. Это немного в переносном смысле, наверное, стоит его понять. Не просто с вешалки. Станиславский, видимо, говорил техническую оснащенность театра. Театр должен быть богатым, и он должен быть хорошо оснащен технически. Он должен быть современным в техническом плане. Если он будет устаревшим, если он будет холодным. Вот каждая мелочь в театре, она важна. Театр – это такое место, в котором зритель должен чувствовать себя максимально комфортно. Максимально комфортно. Ему не должно быть холодно, у него не должны замерзать ноги. Ему не должно дуть в зале. Ему не должен мешать громкий наушник, который свистит в 30 метрах от него. Он должен видеть актеров. Свет в театре должен быть нормальный, звук в театре должен быть хороший. Я рассчитывал, что в этом году, вот сейчас год театра подходит к концу, и что-то у нас появится в театре. И не только в Ирун театре, в Дегорском театре тоже. Дегорский театр вообще не имеет своего здания. И это очень печально. Я хочу, чтобы Дегорский театр приобрел свое здание, и они наконец-то переселились туда. Я очень этого жду. Очень важный момент – наличие хороших режиссеров. У нас есть как в Ирун театре, так и в Дегорском театре очень талантливые люди, актеры талантливые, на многое способные. Но, как мне кажется, пока что не хватает качественной режиссуры. Сейчас молодые режиссеры приходят. Если бы молодым давали больше ставить, я думаю, были бы новые результаты. Сейчас у нас есть молодой режиссер Гиви Валиев, делает очень интересные работы.
одно удовольствие смотреть за этими спектаклями. Мне кажется, если бы, скажем, главный режиссер Дегорского театра, молодой режиссер Казбек Джелиев, пришел бы в Ирон театр, и они бы в команде там поработали, еще бы позвали Руслана Цыгараева, есть такой тоже режиссер молодой, то, я думаю, это была бы интересная команда, и они бы очень интересно поработали. Я думаю, если бы каждый из этих режиссеров ставил спектакль один хотя бы в год, то это было бы, это были бы события в театральной жизни нашей республики. Я думаю, зрителям это очень понравилось, и я думаю, что равнодушных бы это никого не оставило. Остинский театр, имеется в виду и Дегорский, и Иронский, это особо национальные явления, которые могут проходить только на национальном языке. Если язык вымирает, театр прекращает свое существование, как и народ. Планы на данный момент у меня пока что очень простые. Я работаю в театрах, и мне это нравится. Мне нравится выходить на сцену, я получаю от этого колоссальное удовольствие. Конечно, хотелось бы попробовать себя и в кино тоже, но, как мы знаем, у нас в Осетии такой возможности на данный момент нету. И хотелось бы, чтобы появилась эта возможность. Наверное, решусь когда-нибудь уехать и попробовать себя в киноиндустрии, понять, что это такое. Есть небольшой опыт есть. Снимался в фильме Олега Фомина «Операция Мухаббат». Роль, конечно, небольшая, эпизодическая, военного солдата, но ощущение, конечно, непередаваемое. Это такая атмосфера там на съемочной площадке царила. Когда говорят театр или кино, я думаю, их нельзя сравнивать. В каждом, как в театре, так и в кино, есть свой кайф, который ты получаешь, выходя там на сцену, выходя на съемочную площадку. Неважно. Ты артист должен быть артист как театра, так и кино. Вот. И моя мечта, наверное, какая-то, это играть в театре и сниматься. То есть и в фильмах сниматься, и на сцене. Многие говорят, что это нельзя совместить. Я думаю, если человек захочет, он сможет это совмещать. Я рассчитываю, наверное, и на чудо. Я очень сильно жду, что у нас в Осетии национальное кино, оно реанимируется. В Кабарде, кстати, сейчас есть сдвиги. Вы, наверное, слышали про Кантемира Балагова. Вы по-разному можете отнестись к его фильмам. Кто-то называет это, кому-то нравится, кому-то не нравится, но там все сдвинулось с мертвой точки. Появился талантливый режиссер. $10 миллионов – это бюджет колледжа в Дилижане, который открыл Рубен Варданян. Примерно такой же бюджет команды РФПЛ, которая находится примерно в конце турнирной таблицы. И сейчас появилась семья Гуриевых, которая вложилась в футбольный клуб «Алания» и тратит немалые деньги на наш футбольный клуб. Я заядлый болельщик со стажем, я очень люблю нашу футбольную команду, посещаю все игры, но если бы передо мной была задача, если бы был выбор, что я выберу, или футбольный клуб, или национальную школу, по примеру колледжа в Дилижане, я бы выбрал колледж в Дилижане. На Новый год планируется много хороших спектаклей, постановок, и я приглашаю вас, приходите, будем рады вас видеть. Чужою жить судьбой, но быть самим собой, и дикцию иметь, чтоб рокотала медь, но чтоб расслышал зал, что шепотом сказал. Владеть своим лицом, крутиться колесом, всегда уметь опять
соперника обнять. Как истый лицедей гнать бодро лошадей, но не ломать рессор, на то есть режиссер. Трудиться и отнюдь не мыслить, отдохнуть, знать 1000 ролей. И все за 100 рублей. Вам по незнанию эта боль смешна. Но что за блеск я вижу на балконе? Там брежет свет. Джульетта, ты как день. Встань у окна, убей луну соседством. Она и так от зависти больна, что ты ее затмила белизной. О, милая, о, жизнь моя, о, радость. Стоит сама, не зная, кто она. Губами шевелит, но слов не слышно. Пустое существует взгляда в речь. О, как я глуп, с ней говорят другие. 2 самых ярких звездочки, спеша по делу с неба отлучиться, просят ее глаза покамест посверкать. Ах, если бы глаза ее переместились на небесный свод, при их сиянии птицы бы запели, принявши ночь за солнечный восход. Стоит, прижав ладонь к щеке. О чем она задумалась украдкой? О, быть бы на ее руке перчаткой, перчаткой на руке.